Здравствуйте! Мы продолжаем серию репортажей о коронавирусе в Туркменистане, и с вами я, врач-кардиолог Серебренник Юлия. Сегодня я расскажу о последних новостях, связанных с распространением и влиянием коронавируса в Туркменистане. Я бы хотела начать с фактов стремительного увеличения числа людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Туркменские власти упрямо и упорно продолжают врать своему народу и международному сообществу, отрицая наличие в стране коронавируса. Но ситуация с каждым днем все больше и больше ухудшается. Правительство Туркменистана утверждает, что народ болеет абсолютно не по причине коронавирусной инфекции COVID-19, а из-за пыли, которая пришла из Аральского моря. На самом деле это вирус, и он есть в Туркменистане. Просто никто не тестирует туркменский народ. И эта статистика намеренно скрывается властями. Это преступление против собственного народа. Самое страшное это то, что врачи вынуждены идти на поводу у властей. И врачи не заботятся сами о себе. Врачи даже не могут себя защитить. Ситуация становится все более и более критичной. В связи с тем, что у врачей старшего и младшего персонала, как я говорила ранее, нет достаточного количества средств защиты, все больше случаев заражений и смертей охватывают систему здравоохранения и среди медицинского персонала. Все, что они могут сделать сейчас, это самим обеспечить себя средствами защиты. Менять халаты, перчатки, колпаки. Все это куплено на их собственные средства. Никому из врачей ничего не выдается бесплатно, никаких спецкостюмов у них нет. Мало того, они обычно ходят в простых медицинских халатах и колпаках. Кроме этого, по сообщениям самих врачей, они должны думать, где и через кого найти медицинские препараты для больных. Ведь в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи врач должен провести необходимую терапию. А где врач возьмет эти лекарства и на какие средства он их приобретает, никого не волнует. Вся гуманитарная помощь, поступившая в Туркменистан, а именно средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, фактически продается медицинскому персоналу. На сегодняшний день туркменские власти вынуждены были развернуть госпиталь на строительной базе, отторгнутой по результатам рэкета у известной турецкой строительной компании «Полимекс», где, по сообщениям источников, принимают на стационарное лечение сотни заболевших. Там переоборудовали блоки жилых вагончиков для врачей и складские помещения, где размещают сотни кушеток для приема больных. Также источники сообщают, что в Либабском и в Дашогузском вилаятах тысячи зараженных симптомами коронавирусной инфекции. Один из случаев – девушка 1988 года рождения лечилась народными средствами в течение 4 дней, как посоветовала семейный врач. Жгла юзарлик, могильник. То есть, несмотря на отсутствие обоняния, температуру, кашель, семейный врач рекомендовал использовать народные методы лечения, не обращая внимания на ухудшение состояния больного. Когда начало отекать лицо, мать побежала к соседке, которая работает в поликлинике, и стала умолять ее помочь спасти ребенка. Больную госпитализировали с диагнозом аллергия. Состояние врачи оценивали как средней тяжести. Предварительный диагноз поставили отек квинки. О том, что на самом деле у больной коронавирус, никто не смел говорить. Умирают молодые женщины, имеющие маленьких детей. В Дашогузской области лежит молодая девушка 1987 года рождения. Ее родители предупредили, что она не выживет. У нее 2 маленьких детей. Также в Ташаузской области умерла молодая женщина
1988 года рождения. У нее 3 детей. Люди в панике. По всем вилаятам и в городе Ашхабаде хоронят людей. Это катастрофическое положение с тысячами смертельных исходов. Результат – нежелание признавать и в итоге абсолютная неподготовленность системы здравоохранения Туркменистана к этой пандемии. А в первую очередь президента страны Курбанкули Бердымухамедова, врача по образованию и, конечно же, Министерства здравоохранения Туркменистана. В госпиталях у всех больных при поступлении отнимают телефоны. Почему вы до сих пор не обратились за помощью? Как вы смеете манипулировать международным общественным сознанием ради своего имиджа? Сколько жизней своих сограждан вы готовы положить на плаху ради своего самоутверждения? Сейчас активно распускаются слухи о том, что якобы на таможне лежат препараты от этого коронавируса. Нету таких препаратов. Не вводите народ в заблуждение. На сегодняшний день врачам необходимы протоколы лечения. Причем не только стационарным врачам, но и врачам, работающим в поликлиниках. Нужно проводить профилактические меры среди населения. Необходимо требовать от населения выполнения всех профилактических мероприятий, чтобы соблюдали дистанцию, чтобы носили маски, чтобы обрабатывали пластиковые и стеклянные тары дезинфектантами. То есть все, что приносится в дом или закупается для дома, по возможности должно обрабатываться. Фрукты, овощи, бахчевые мыть под горячей водой, без необходимости, чтобы не выходили на улицу. А если выходили, то, зайдя домой, полностью мылись и в первую очередь мыли волосы шампунем. Обрабатывали ротовую полость растворами чайной ложки соли, соды и 3 каплями йода на стакан воды, а также промывали носовую полость мыльным раствором. Надо помочь пережить людям эту инфекцию. Еще одна очень большая проблема. В клиниках, в поликлиниках Туркменистана нет кислорода. А больным он просто необходим, потому что им нужно дышать. Достаньте кислород, обеспечьте народ кислородом. Помимо медикаментозного лечения требуется подача кислорода. У вас нет аппаратов для измерения кислорода в крови, чтобы проводить сатурацию. Это неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. Кстати, хочу напомнить про раствор, который нужно полоскать горло. Это должен быть достаточно теплый раствор. На стакан воды ложка соли, соды и 3 капли йода. Для того, чтобы оценивать состояние больных, врачи должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием и медикаментами. Вы внедрили в учебный процесс студента медицинского института книгу Авиценны. Это 13 век. Учитывая неизученность вируса и отсутствие консультативной помощи, ведь ни у семейных врачей, ни у врачей в клинике нет протоколов лечения. Население массово умирает. Аптеки пустые. Лекарств и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией нет. Препарат Орбидол вообще не помогает. Не тратьте на него денег. При данном вирусе это абсолютно бесполезный препарат. Я обращаюсь к Бердымухамедову. Прекратите убивать людей. Высокая смертность в Туркменистане обусловлена тем, что в клиниках нет кислорода. Обеспечьте людей кислородом. 80% успеха в лечении этого заболевания является кислород. В клиниках страны без звонка вышестоящих чиновников или сотрудников спецслужб кислород больным не дают. Его недостаточно. Вы обязаны создать все условия, чтобы население Туркменистана имело возможность получить кислород. Займитесь прежде всего этим вопросом. Дайте людям возможность выжить. Еще раз повторяю, обеспечьте население кислородом. Не вводите народ в заблуждение своими средневековыми методами лечения.
У народа и так нет денег из-за ваших псевдонаучных рекомендаций. Они еще их тратят на медицинские препараты, которые не оказывают никакого влияния. Лечение, назначаемое семейными врачами больным, практически не помогает. Люди умирают у себя дома. Необходимо создать волонтерскую помощь. Во всех странах мира волонтеры оказывают посильную помощь гражданам, особенно тем, кто находится в группе риска. И опять повторяю, дайте людям кислород. С вами был COVID-репорт Туркменистан. У нас всегда есть информация. Следите за новостями. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и в Телеграме. Берегите себя и своих близких. Adan yodu, atlanali